Друзья, мы рады приветствовать нас на канале Якутия-24. Это передача «Испытано на себе». Я думаю, что все из вас держали в руках книгу, газету, журнал, брали какую-то продукцию, на которых нанесены этикетки. Все это печатается в типографиях. И сегодня у нас пойдет разговор именно о типографии. Мы находимся в республиканской типографии имени Юрия Алексеевича Гагарина. И сегодня я испытаю себя в роли человека, который от небольшого эскиза, соответственно, изготовит настоящую книгу. В нашем случае это будет фотоальбом. Но перед этим давайте познакомимся непосредственно с самим производством. Испытано на себе. Друзья, но по дороге в печатный цех я увидел такой стенд. То есть это та продукция, которую может выпускать типография. Здесь я так вижу, что есть и, получается, в мягкой обложке, да, вот такие вот журналы. Твердая обложка, это уже твердый переплет, прошу прощения. Книги. Друзья, ну и непосредственно, прежде чем приступить к самому производству, нам нужно с ним познакомиться. И нам в этом поможет Наталья Попова, это начальник производственного отдела. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы находимся сейчас, я так понимаю, в отделе, откуда начинает свой путь любое печатное издание. Ну да, все верно. После того, как мы получили заказ с отдела продажи дома печати, он размещается в отделе печатной подготовки. То есть, согласно паспорта, техническим требованиям, мы, делаем спуски, готовим к печати. Те спуски, которые мы приготовили для печати, расходятся уже в печатный цех, и у нас есть там несколько видов печатных машин, которые как раз печатают нашу печатную продукцию. На участке расположен комплекс CTP. Он состоит у нас из двух машин, которые после обработки оператора и изготовления спуска выводит формы. То есть форма сама изначально покрыта специальным слоем. То есть сейчас я покажу, она вот допустим, синего цвета. То есть форма уже готова к печати. Вот изначально мы на ней, конечно, ничего не видим, но после обработки в проявочной машине, то есть все эти пробельные элементы все остаются. Это вот пробельный элемент, это вот печатный. Вот на печатные элементы ложится краска. И потом мы уже видим готовую. Это вот как раз формы сделаны для газетной машины. Газетных. То есть вот с этого, так сказать, как бы можно трафарета, матрица, можно сказать, да. С нее печатается тираж, да. Испытано на себе. Это печатный цех. Мы находимся в печатном цехе, да, где расположены непосредственно печатные машины. Значит, у нас здесь расположены две печатные машины. Одна формата 72, одна формата А2, вторая машина формата А1. Они отличаются тем, что годами выпуска, соответственно, и по цветности. На этой машине у нас печатается цветная продукция, то есть 4+4. На второй машине, которая расположена вот немножко подальше, идет печать однокрасочная, 1+1. Объясняю, 1 это у нас черный цвет. На белой бумаге мы ложим черный цвет. На цветной машине печать полноцветная. Сейчас мальчики вот лист вытащат, можно будет пойти посмотреть. Друзья, давайте сейчас, соответственно, лист бумаги проходит через этот станок. Все 4 цвета наносятся на него, и на выходе мы получаем вот такой вот, здравствуйте, вот такой вот готовый экземпляр. Это как раз долбар Хатун, про который я говорила. Он журнал здесь, а часть переплетном уже цехе. Ну и так-то машина у нас, она, видите, печатает сначала одну сторону, да, попадает на стеллаж, потом они переворачивают лист, закладывают, печатают оборотную сторону. В принципе, печать немножко другой, там бумага другая, там краска другая. А видите? А что он сейчас делает? Обрабатывает. Обработка идет? Обработка обязательно, потому что у пластины есть слой, который смывается в проявочной машине, но некоторые элементы остаются, а так у нас отравление происходит. Он сейчас ее протравит, и с нее можно спокойно уже печатать. Каждый лист определенная форма кладется. Допустим, у него тираж, 900, грубо, да? Вот он 900 отпечатал, форму снял, резину помыл.
поставил следующую форму, опять 902 лист, допустим, у него в заказе, вот сейчас полярную звезду печатает, там 6 листов у нас печатных для нас, то есть он 6 раз нужно прогнать на лице и 6 раз на обороте, то есть печать одновременно, я говорю, не идет по листу, сначала лицо, потом оборот. И вот когда он меняет форму, ему нужно помыть резину обязательно. Испытано на себе. Сейчас мы направляемся в цех цифровой печати, где мы можем печатать от одного экземпляра, допустим, бланки, также книжную продукцию. Это тоже вид печати, но раньше, конечно, у нас такого не было. Это у нас появилось с покупкой нового оборудования. Сейчас мы можем себе позволить такую роскошь печать одной книги. Сейчас посмотрим. Если раньше, допустим, распечатать не менее, там, допустим, 100-500 допустим, экземпляров, то сейчас можно даже одну от одной книгу. книжки. От одной книги. То есть я могу написать одну книгу и сделать принести, один экземпляр. Да, и получить подарочные упаковки, если хотите. Хорошо, ну перейдем в цех цифровой печати. Так, это цех цифровой печати, да. Где у нас установлены две машины современных фирмы Ricoh. Значит, одна у нас полноцветная машина печатает одновременно с двух сторон, да, и вторая черно-белая. Обе современные, это наше новое оборудование. Значит, она у нас печатает 115 листов в минуту, скорость у нее. И плотность можем использовать от самокопирки, даже от самокопирки до 470 грамм плотности бумаги. То есть даже картон даже можем печатать. То есть позволяет печатать на практически любой толщине бумаги. Любой тираж и любую толщину, пожалуйста, хоть один лист. То есть возможности машины сумасшедшие. Друзья, ну что, именно этот цех нам сегодня понадобится в нашей передаче. Что мы будем делать? Мне вот очень понравился вот такой вот фотоальбом, да, изготовление фотоальбома. Причем он может выполняться в разных вариантах. Фотоальбом вот такого формата. Очень качественная печать. Что касается этого, это у нас матовая бумага, а вот это вот глянец. И на глянцевой здесь прямо листочки, толщина, да, страницы очень... Лист ПВХ здесь использован. Лист ПВХ использован, поэтому листы принимают такую максимальную плотность. А это у нас просто печатный лист. Ну, какой будем делать? Такой или такой? Так, давайте, наверное, глянцевый. Мне вот он очень нравится. И плюс вот сама толщина. Вот. В этом году телеканал Якутия-24 исполнилось 5 лет. И ну, мы решили как бы сделать такой фотоальбом, посвященный именно нашим спецпроектам. Это «Утро Якутии», передача «Испытано на себе». И заранее я отправил несколько фотографий, да, в типографию. Именно с ними мы будем работать, и из них соберем вот такую вот интересную фотокнигу. Испытано на себе. Ну что, я уже занял рабочее место. Рядом со мной Николай Кривошапкин, это сотрудник цеха цифровой печати. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, ну, наша задача сделать фотокнигу. Я отправлял вчера фотографии. Дизайнер уже, надо сказать, что немного подогнал. Но мы вам примерно покажем процесс. То есть сначала нам нужно подготовить, да, сам макет. Ну, макет уже сделали, развороту, можно сказать. Сейчас открываем оригинал макет ваш вчерашний. И делаем ее, как бы макет делаем, чтобы отпечатать на бумаге. Берем это просто, ну, я могу вам показать, или ничего сложного нету. Тут уже после, вы уже были же, да, предпечатан ВДП? Там уже все проверили, цветность, все. Мы просто берем, сейчас делаем макет. Под размер ставим, какую бумагу у нас. Вот это у нас уже стоит бумага стандартная, ну, стандартный размер. Время сохраняем. Мы уже закинули, считай, вот сюда, на машину. То есть это уже мы отправили на печать? Да. Сейчас мы должны загрузить бумагу. Мы решили, что будем печатать на бумаге 250 грамм. Ну, Руслан, вы можете сами. Да, давайте. Так, сколько нужно? Прямо под расчет или можно побольше? Нет, можно побольше взять. Так, бумага плотностью 250 грамм. Глянцевая. Глянцевая бумага. Так, ее, наверное, надо сделать так, да? Сколотить ее надо, да. Правильно все делать. Открываем лоток первый. Так, ага. Это, как сказать, можно, как большой, огромный принтер, да? Да. Цифровой, профессиональный, промышленный принтер. А
Обратите внимание, площадка уходит вниз. Вот. И она сейчас поднимется, да? Когда Да, её нет, когда мы закроем, она сама поднимется. То есть вот такой вот слой, такое количество бумаги Да. можно заложить, да, сюда? Сразу заложить можно. Это интересно, сколько лет. Ну да, от плотности, скорее всего, зависит. От плотности. Ага. Окей, закрываем. Закрываемый. Там идем сюда. Давайте сначала. Ну давайте я. Вы мне показываете. Выходим, да? Вот, Лоток у нас один? лоток один, правильно? Первый лоток. Нажимаем лоток один. Сейчас, подождите. Потом идентифицируем бумагу. Вот, идентификация Вот бумаги. это, Да. Нажмите, да. Нажмите бумагу. Ага. Вот эта штучка называется, ну как ее называют, лягушкой. То есть Это называется. вот Она сюда идентифицирует бумагу. вставляю, да? Вставляете. Вот видите, написано, вставьте бумагу, вы видите, что индикатор включен, медленно покините на себя. Медленно покините тяну, на себя. Да. Все, машина определила, что за бумага. То есть он автоматически, определил, да, автоматически сама определяет. нет Какая? надобности вносить Да, да, туда да. данные. У нас размер стоит, вот он, 468 мы выбрали. Можете нажать ее. Вот этот. Да. Так, Ага. И назначить лоток. значит, вот. Все, мы назначим вот. Лоток уже все, у нас готов, бумага готова. Теперь идем сюда. Так. Вот наш файл, да? Альбом. Да, альбом. И сейчас мы загружаем уже непосредственно в принтер. В первую очередь. верхнюю. А, Ну, вот. Давайте расставим. Давайте. Ага, Давайте. нажмите ее Так. и свойства наверху, видите? Свойства. Свойства. Ага. Заходим и тут же начинаем. Ведем цветность, все проверяем. Вот Так, видите? цветность. Как? Цвет, да? Вот все нормально у нас, слик так и должно быть. Ну, тут все автоматически. Практически тут оператор практически не, есть не это- лезет. Да, он, и автодиагностика есть тут. Оператор практически ничего не... Да, он малейшее отклонение, да, оттенков оттиска, он уже автоматически уже исправляет сама. То есть он, если, например, в офсетной печати мы вот когда Да, смотрели, там там, всё вручную. то есть, допустим, отпечатывается количество определенное листов, и потом контролер Да. выкладывает такой пробник и смотрит, проверяет цвета. Да, Здесь это верно, все верно. полностью на автомате. Да? Да, тут можете нажать. Так, ну что, нажимаем печатать, и наша фотокнига начнет свой путь. Сейчас загорится вода. Так, Типа о. антенна. Здесь. Вот здесь, да? загорится. То есть это будет индикатор, что Да. станок начал работать, да? Да. То есть- Вот и готово. Скорость всё. печати вообще на высоте, надо сказать. Вот у нас уже готовы оттиски. То Мы есть, можем... чтобы вы понимали, да, друзья, он, по-моему, ну, по крайней мере, если мы печатаем, говорим про эту фотокнигу, он дольше разогревается, да, и готовится к печати, чем отпечатывать. Ну, если даже вот не рассказывать ничего, ну, это совсем, ну, минутное дело, можно сказать. Видели, да? Как все быстро делается. Отлично. Берем, смотрим, ну, как, визуально смотрим, вроде все нормально, оригинал. И она уже высыхает, высохла. Да, она уже все, можно уже ее... сухая. Да. Ага. Вы можете ее взять, сейчас пойти дальше в переплетный цех, и вам там сделают из нее альбом. Все остальное, да? Да. Испытано на себе. Друзья, познакомьтесь, это Зоя Хайколовна, начальник переплетного цеха республиканской типографии. Вот у нас готовы оттиски нашего фотоальбома, нашей фотокниги. Что мы делаем далее? Что требуется, чтобы сделать переплет? Ну, чтобы сделать фотокнигу, после печати мы его берем, припрессовываем. Припрессовка. Да, припрессовка – это глянцевая бумага. Есть у нас машина, которая с помощью пленки припрессовывается вот эти листы все. Вот, друзья, обратите внимание, также обложка нашей фотокниги выглядит она вот таким вот образом. Очень красиво стали наши фотографии, обратите внимание. Пленка придает такой просто шикарный вид.
Друзья, я думаю, отсюда виднее, да? Обратите внимание, как начинает играть сам лист. Такой красивый стал, очень глянцевый. Ну, опрессовали, далее. Обрисовали. Ну, следующий этап у нас вот такой, да? Вот, чтобы альбом дальше делать, вот мы же ПВХ будем делать, поливилиновый, да? Вот по его, вот то обрезной формат, по формату вот этого полуфабриката мы должны порезать, да? Вот так. Таким форматом она должна порезаться. Это сейчас она пойдет на резальную машину. Сейчас наша фотокнига будет, да, вот размещена вот на таких пластинах. До обрезной формат. Как? До обрезной формат. До обрезной формат. И мы подходим к станку, на котором режется бумага. Обрезать, ага. Так, вот. Так. На альбом. 20. Ага, 21. 20 сантиметров? 21, да? Сколько страниц может одновременно порезать? Сразу машина? блоком. Сразу блоком, да? Да. Ничего себе. Даже не заметил. Нож просто прикоснулся к бумаге, и уже блок из, получается, так, 16, да, у нас там по странице, или больше даже. И в целом вот этот станок может разрезать полностью большой слой бумаги, да? Да, Прорезать. да, 500-ку, 1000 можем Ого. резать. Выставляется определенные параметры, которые нам нужны. Там задняя стенка, она двигается. Вот эту нажимаю, да, сначала? Так, педаль нажимаю, она зажимает. Вот он опускает. Опускаю. И двумя руками. Должен держать эту педаль. И двумя руками. Двумя руками. Да. Сразу просто. Теперь режете. Чик, и все, да? Да. Держу до конца. Все. Все сделано в целях безопасности. То есть две руки, если нажимают на кнопку, то значит нет возможности травмироваться. Спасибо большое. Спасибо. Так. Идем дальше. А вот так не режем, да? Нет. Это потом. Нет, Все, понял. Испытано на себе. Так, друзья, наша фотокнига продолжает свой путь по типографии. Следующий момент у нас мы на сгибаем. две части на странице сгибаем. Это беговка. Пробегуем листы. Сейчас машинист поставит раз. Понял. Так, посмотрите этот процесс. То есть вообще сам формат фотоальбома идет 20 на 20 каждая страница, но печать идет с запасом в 5 миллиметров с каждой стороны. Процесс, как вы видите, я думал, что он проще, да, то есть я думал, что просто печатается, делается обрезка и потом ставится обложка. Но уже достаточно много процессов произошло, то есть мы сделали опрессовку, да, пленкой,
сейчас прогнали для того, чтобы наш фотоальбом мог сгибаться. И это еще не все. Сейчас мы будем, я так понимаю, клеить страницы, да? Да. Так, что у нас на очереди? Ну вот сейчас следующий этап. Мы пробеговали листы. Мгм. Вот у вас первая, вторая, третья, четвертая страница. И мы здесь сейчас делаем, как бы создаем блок вашей фотокниги. Мгм. Вот это у нас уголок, который сейчас будем приклеивать. А это уже специально заготовленные Это самоклеющиеся, да? ПВХ, блоки? Мгм. поливиниловый специальный вот этот полуфабрикат для изготовления фотокниги. Мгм. Мгм. Да, лучше так. Это очень тонкая работа, вот именно вот этот процесс. Так, Ровно должно быть. Ага. Вот всё. ага. Вот. Татьяну позови, Татьяну. Ну давайте, пока это собирается, у нас обложка подошла. А, обложка. Ага. Так, Вот уже поняли, да, тогда, как да, собирается в целом это? понятно. Ну, мы, Можно конечно, оставить, да? мы вас туда не допустим, потому что там Это очень, да, я посмотрел. прямо по миллиметру точно. Чтобы вы понимали, друзья, да, здесь сейчас вот эти листы, они подкладываются не прямо впритык, да, к вот этой рамке, как казалось бы, а там делается какой-то зазор, не миллиметр или два. Вот, но у нас сейчас подошла обложка, и мы сейчас будем с ней работать. Так, а у нас ее 4, да, варианта. Его припрессовываем. Припрессовываем. Испытано на себе. Это у нас новый станок, который куплен вот буквально вот в прошлом году, да, мы установили в прошлом году и начали делать этикетки и для наших производителей. Вот, ну, как бы тоже наша гордость, да, она тоже для нас это новшество, этикеточная вот эта вся работа, да. То есть сейчас нет надобности заказывать производителям этикетку где-то там, да? Да, То да, есть можно- где-то за пределы не надо. Теперь у нас есть возможность им вот сделать коробки, обложки, вот такие рукава. Друзья, сейчас наш фотоальбом, наша фотокнига выглядит вот таким образом. То есть здесь склеены сейчас страницы, да, с ПВХ. И мы вновь переходим к тому же резательному станку, да, который сейчас будет резать уже не только бумагу, но и еще вот эти листы пластика. То есть он пластик тоже может, да, обрезать? Вот этот станок обрезает спокойно, да? Мгм. Так. Так, это я вам доверяю теперь? Размеру не обрезать 200. Ага. Все, теперь мы сейчас происходит чистовая обрезка. Так, и двумя руками. Опа. Там, по-моему, по 5 миллиметров надо, да? Еще изначально в процессе изготовления, да, самого макета изначально делается отступ по 5 миллиметров с каждой стороны, именно для того, чтобы после всей работы можно было во время обрезки сделать уже чистовой продукт. Спасибо большое. Все. Итак, друзья, ну теперь у нас практически готовая фотокнига. Осталось сделать обложку. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Это вот
осталась обложка. Испытано на себе. Обложку мы рассчитываем так, чтобы был расстав, корешок, и книга не тонула. От книги я убираю 2 миллиметра. Тогда у меня получается ровно картон. Добавляю расстав, отстав, и получается полностью готовый блок. Собираю я вот на мини-кадыша его. Вот видите, сейчас вот рассчитано, да, рассчитан размер картона, размер корешка книги и размер обложки. Корешок сколько? 1,5. Вот сейчас к нему пойдете, он вам порежет. Корешок 15, 1,5. Ага. Корешок порежешь, но картон есть. Картон есть, корешок порежешь по картону. Иди в машину, сейчас подойдет, снимает же. И обложку сразу сейчас Это возьмете. тоже все берем, да? Да, берете, берете. Все берем и Сейчас туда еще- идем. Да. Картон там вот. А картон там, в той машине. Друзья, обложка требует больших расчетов. Сейчас все просчитали, и мы снова около резательного станка. Так, здесь получается нюанс в том, что обложка, она имеет размер чуть больше, чем наш фотоальбом, то есть она его должна скрывать со всех сторон. И, соответственно, сейчас был просчитан такой небольшой чертеж, по каким параметрам будет обрезана наша обложка. 58, 50. Все, да? Все. Сейчас там. Ага, спасибо большое. Спасибо. Обложка наша готова. Сейчас, я думаю, что уже будет сейчас финальный аккорд. То есть будем крепить обложку. Так, куда я подхожу? К вам? Ага. Это чтобы сделать обложки для фотоальбома, машина настраивается. Это у нас тоже одна из новшеств нашего цеха, да, вот в последнее время из новых оборудований. Это для маленьких тиражей машина, которая готовит обложка твердого переплета. Ага. Все, вот сейчас пойдете вырезать, где я вам вырежем, показывала. Это вот на эту Да. ручную, да? Да. Ну, наверное, Угол от чего зависит? Вот. угол от как картон накладывается, Ага. как чтобы загибало. Вот, допустим, на кадыша надо совсем много отрезать, чтобы она хорошо загибала. И загибку маленькую делать. На мини-кадыша надо побольше загибку там чуть-чуть делать. Везде по-разному. На ручную тоже побольше надо делать. А? Тут можно, Вот да? один Да. я уже отрезала. Ага. Плавненько, резко, да? Резко-резко делайте, чтобы последнее, чтобы Не зажало. обрезалось. Вот, видите? О. Да. Ну ничего страшного, Ага. сейчас Потом обрежем. подрежем. Так. Получилось. Главное, чтобы они все ровненько лежали, Да-да-да. потому что Я вот. сверху будет а так отрезано, а снизу нижние уже по-другому будут отрезаны. Она вся глянцевая, вся ездит немножко. Ага. О, это можно подрезать, да, потом? Ну, да, можно. Можно будет вот эту вот сразу можно, а эту потом ножницами можно Хорошо. срезать. Друзья, сейчас я испытаю себя в роли машиниста крышкоделательных машин. Да, именно этот оператор, его задачи входят оформление обложки, да, то есть приклеивание. Наша задача сейчас к нашей обложке, которая напечатана на бумаге, приклеить картонное основание.
Вот, заранее все здесь уже было подготовлено, то есть размер нашего именно фотоальбома. И сейчас запускаем, да? Да, аккуратненько, Так, тянуть не надо. я просто подталкиваю, да, немножко? Да, да, немножко Она сама подталкивайте, туда. она сама пойдет. Сильно, Да? подождите, Что, нет, что? немножко вот так. А, вот так. Да, Ага. чтобы она у вас там потом не промажет. Ага. Иначе. А так ровненько, да, идет? Да, да, пропускайте. Всё. Вот, ловите, ловите. Вот. Нет, нет, поэтому Понял. прямо. Вот. Видите, немножко не промазала, Ага. немножко где-то неправильно, значит, пропустили. Ничего страшного. Чуть на себя, да? Или нормально? Нет, нормально, нормально. Всё. Так, теперь кладем Нет. Вот так сначала. вот картон. Вот так Ага, вот. вот так, да? Да. Да, прямо до упоров. До упоров. И Здесь до упора. И ложите так, серединку. Или можно такой картон еще положить. серединка у нас тоже идет в упор. Да, тоже до упора. Чтобы они лежали ровно. Нет, переверните. Вот так, да? Нет, вот так. Она же квадратная. Или Она Есть всё равно- нюансы, они, да? они В чем разные. нюанс? Они немножко разные. Ага. Для меня одинаково. Так. Все правильно, да? Да, И ложите. Все. поднимаем, Поднимаете, да. Сейчас вот это не продавил. А теперь то, что у нас не промазало, А, надо подождите, подмазать, да? надо подмазать. Потому что оно у вас иначе не заклеится. Мгм. Так, теперь я Загибаете с этой или с этой? сверху. Сверху. Прямо загибайте, иначе клей сейчас надо побыстрее, иначе так. клей засохнет. Я тут это, да? Клей быстро засыхает. Так. Потом переворачивай, да? Да-да. Сюда. Каждая секунда на счету, да, получается? Оп, оп. Видите уже. Нажимаете на педальку. Так, какая педаль? Вот педалька у Ага. вас. И сразу же запускайте подвалики. Вот так, да? Да-да-да, вот так прямо. Аккуратно, пальцы. Все, Ага. теперь по бокам. А педаль отпускаю? Да-да, педали пускайте. Ага. Оп. И все. Так. На той стороне также. Вот сюда, да? Да-да, Загибаю. прям на картон. Вот так. Ой. Так, здесь вроде нормально, да? Здесь тоже немножко надо поджать. Он хоть и маленький, но надо. Да. Кажется, да, клей уже. Клей подсох, клей высох. А обратно не выдал? А педали Отпускаю. опустили? Ага, да. Не надо было. Не отпускал. Не отпускали? Всё уже. Ну, Немножко не для первого не раза, получилось. наверное, очень сложно. Очень нужно быстро, да, это Очень делать. быстро, да. Клей быстро сохнет, он нагрет до определенной температуры. Ну и в целом, получается, как видите, друзья, у меня обложечка такая вышла не очень хорошая. Хорошо, что как бы мы уже сделали хорошую обложку. И давайте подойдем к нашему фотоальбому. Испытано на себе. Используется клей ПВА. Сколько сохнет или сразу практически готов? Испытано на себе. Так, друзья, ну что, готов наш фотоальбом. Вот
спецпроектов Якутия-24. Это «Испытано на себе» и «Утро Якутии», МВП. Мы вам покажем. Вот. И обратите внимание, очень симпатично, очень красиво. И главное, что, думаю, украсит наш кабинет. Можно будет такой посмотреть небольшой итог. Да? Вообще, мне кажется, подобного рода фотоальбомы, они, конечно же, украшают не только книжные полки, да, то есть, но они являются некой такой памятью, да, то есть, если, допустим, в соцсетях фотографии можно потерять, как-то, да, забыть про них или еще что-то, то вот в таком виде, в виде бумажного, если так можно сказать, фотоальбома, фотографии, конечно же, обладает такой некой теплотой. Вот. Но это еще, по-моему, не все, да, мы сейчас вам покажем еще один цех, где мы изготовим упаковку для нашей книги, нашей фотокниги. Чтобы сделать финальный штрих, мы сейчас находимся в цехе до печатной подготовки. У нашего фотоальбома будет еще такая очень как подарочная упаковка, да, которая позволит не только сохранить сам фотоальбом, но а также сделает его гораздо презентабельнее. Вот. И сейчас изготавливается фотообложка. Из картона, да, она делается? Да, из картона будем делать. Ага. Перед этим изготавливается макет со всеми размерами, да, то есть сейчас после изготовления нашей фотокниги мы сняли размеры и по этим размерам будет изготовлена, так сказать, подарочная упаковка. А как правильно она называется? Правильно я сказал? Подарочная упаковка? Ну да. Коробочка. Коробочка для книги. Пока изготавливается макет, да, вот смотрите, вот такой вот заготовка для, я так понимаю, это была упаковка для новогодних детских подарков. Все это вот можно сделать здесь. И режется на таком ЧПУ станке, но там вместо фрезы находится нож. Ну что, трафарет готов. Потом просто складываем, да? Угу. На клеевой клапан клеим скотч. Ага. Если разовый, то мы используем скотч Угу. двусторонний. Так. Вот он. Это самый крайний клапан. Вот это, да? Вот так, да? Можно прям сильнее. Как? Сильнее просто. Посильнее? Мгм. А, просто сразу. Так, да? Так, теперь у нас это сюда куда идет? Вот это вовнутрь идет и слой скотча снимаем и склеиваем. Так, сейчас. Так, коробочка готова и Испытано на себе. в нашей республиканской типографии более 160 лет. И, конечно же, здесь интерес вызывает, конечно, те станки, которые работают уже очень-очень многое время, да, еще с советских времен. Но надо сказать, что прогресс, конечно, не стоит на месте. И здесь также постоянно обновляется материально-техническая база. Вот, например, вот этот станок, на котором мы несколько раз сегодня будем, да, и уже резали, и бумагу, в том числе и ПВХ, это вот буквально он установлен на днях. Позволяет делать многое, да, и он, конечно же, автоматизирован. Ну, а здесь, в этой части этого цеха находится тоже достаточно новое оборудование. Что оно позволяет делать? Да, это один из оборудований, который вот по модернизации нашего цеха куплены. Эта машина позволяет нам изготовить
журнала, периодику, да, это самое детский журнал «Чуранчик», «Колокольчик», «Талбар Хадун» и «Полярное веление». Вот она вкладывает. Вот, например, у нас сегодня вот приготовлено Талбар Хадун, да. Талбар Хадун состоит 1, 2, 3, 4, 5 листов. Еще вот 3 листа готовы, да. Вот на этой машине вот 1 лист, 2 лист, 3 лист, 4 лист и так далее. И обложка подается вот отсюда. Вот эта книга, вот эта машина полностью собирает, подает с помощью вот этих секций каждый лист, и она выходит уже собранной, сшита проволокой, с помощью проволоки, сшита и порезана, выходит на том конце. И в конце мы получаем уже готовый, такой... вот собранный, сшитый, уже порезанный по формату журнала. А раньше была возможность изготавливать такие журналы? Раньше была, но у нас машина тоже такого типа, немецкая машина стояла на этом же месте. Ну, конечно, со временем эта машина еще, типография наша была по улице Кировой, сейчас вот Национальный музей, да. Когда мы там работали, та машина была там куплена, установлена. Он выдержал 2 переездов. Из Кировой, то Орджоникидзе, Орджоникидзе и вот сюда. Ну, конечно, он работал, он в рабочем состоянии, но только сама наклада. Вот эти секции уже вышли из строя, и запчасти так такова на немецкой машине не было. Ну, она работала, транспортер. Мы, вот, например, здесь 7 секций, да, 7 женщин садились и каждый тетрадь кидали на той машине. Вручную, полуручная, да, скажем. И вот так вот кидали на транспортер, ну, она таким же образом выходила. Но эту машину мы заменили благодаря, конечно, поддержке нашего правительства и нашего директора на сегодня. И у нас дальше есть новое оборудование. Вот это тоже для сборки календарей на пружине. Тоже новая машина. И вот пружина подается согласно по размеру, ригель. И вот такой вот прошитый календарь, да? Да, вот уже. Настенный. Вот. Вот эта машина тоже вставляет 3-кареточная ставочная машина пешейного скрепления. Вот это такие вот книги пешейного скрепления, журналы, Чолбон, Полярная звезда. Видели, наверное, эти журналы, да? И книги вот мягкого, это мягкий переплет. Это вот блок книги. Блок книги подается, обложка с другой стороны. Выходит готовая книга. То есть, получается, очень экономит время эта машина? Да, очень быстрая. Осталось тут только сделать обрезку, да? Только обрезать осталось. Осталось обрезать с 3 сторон. С 3 сторон. Уже книга готова. Книга готова. Спасибо, здорово. Вот, друзья, как видите, то есть с помощью вот этой машины можно очень быстро делать книги в мягком переплете. И в целом я на самом деле немного даже в шоке от количества продукции, которую можно печатать на нашей типографии. Испытано на себе. Друзья, ну что, подводим итог. У нас получился вот такой вот симпатичный фотоальбом. Здесь 8 разворотов, 16 страниц, очень красочных фотографий. И, конечно же, вот такой вот подарочный бокс, да, упаковка. Все это было изготовлено в течение, даже с учетом съемки, ну, на все про все ушло где-то около 2-3 часов. Вот, и в конце мы имеем вот такую вот очень памятную вещь, которая, думаю, украсит наш офис телекомпании «Якутия-24». Хотелось бы поблагодарить республиканскую типографию за возможность проведения съемок. И на самом деле я для себя сегодня очень много узнал. Все, что связано с книгопечатанием, с изготовлением журналов и газет. И на самом деле был даже достаточно сильно удивлен некоторыми моментами. Вот. Но это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Всем желаем отличного настроения и до новых встреч в эфире.
Испытано на себе.